Ужасающие своей жестокостью кадры, будто бы взятые из кинохоррора. Посаженные на цепь люди питаются из металлических тарелок, поставленных прямо на пол, находясь в антисанитарных условиях. Эти кадры накануне распространили по новостным пабликам в социальных сетях. В описании говорится, что вот таким образом содержатся подопечные в Псидахском психоневрологическом доме-интернате. Насколько эта ситуация соответствует действительности? Для разбирательства на место по поручению Махмуда Али Калиматова выехала правительственная комиссия в составе сотрудников Министерства труда и Министерства здравоохранения во главе с первым заместителем правительства Индирой Саговой. В обращении говорят, что эти нарушения продолжаются. По информации нынешнего директора психоневрологического интерната Марины Картоевой, указанная видеозапись была сделана еще в 2022 году, когда руководителем учреждения был Магомед Даурбеков. Реакция со стороны Министерства труда последовала сразу же, как только ими была получена данная информация. Министр Хаджибекар Муталиев обратился в прокуратуру с заявлением о проведении проверки законности содержания пациентов в доме-интернате. По итогам проверки по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Освобожден от занимаемой должности экс-директор Магомед Даурбеков. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова сегодня комиссией была проведена повторная проверка, в которой также приняли участие сотрудники прокуратуры. На первом этапе особое внимание было обращено на созданные для пациентов условия. Да. А так с них тоже, но периодически, когда они получают терапию свою. Порядок в комнатах очевиден, везде чисто. Индира Сагова попросила показать ту самую комнату, в которой, по утверждениям, снимали кадры с прикованными к цепям подопечными. С приходом нового руководителя психоневрологического интерната ее переоборудовали, и теперь она используется как санузел и кладовая. Всего в психоневрологическом центре находится 72 подопечных, страдающих различными неврологическими заболеваниями, такими как слабоумие, аутизм, ментальные нарушения и рядом других заболеваний, из-за которых они не могут проживать дома. Несмотря на то, что для многих выражение мыслей и чувств является трудной задачей, есть и те, кто способен свободно общаться и передавать свое настроение. Первый заместитель председателя правительства также пообщалась с ними. Все хорошо? Да. Обижаю тебя, плохо тебе. Расскажи все, как есть, ничего не скрывай. Не, нормально. Все хорошо? Да, ничего, нормально все. Никто никого не обижает, все питаются хорошо, кормят, купают. Этого даже не было. Вот видели там душ? Да. Этого даже не было. Это вот ваш директор, да, условия вам создал? Вот, да, не тот, а другой, а вот она. Да. Так что Все хорошо. после нее вообще чистота стала. Качество оказания услуг в психоневрологическом доме-интернате соответствует необходимым требованиям содержания таких больных. Им оказывается необходимая социальная, медицинская, психиатрическая и психологическая помощь. Здесь подопечным прописаны индивидуальные и групповые занятия, терапия и общение с психологами. Эта часть работы диспансера была проверена министром здравоохранения республики Заремой Анташкиевой вместе с заместителем Хеди Угурчиевой. Некоторые пациенты, помимо своего психиатрического заболевания, имеют некий коморбидный фон, который тоже нужно, из состояния которых их тоже нужно выводить. Поэтому здесь подключается у нас центральная районная, Малгобекская центральная районная больница, и специалисты, врачебный персонал центральной районной больницы делает им назначение, если необходимо лечение в стационарных условиях, их госпитализируют в ЦРБ в городе Малгобек. Если на амбулаторном этапе их можно повести, то назначения передаются в медицинскому персоналу психоневрологического интерната, и эти назначения выполняются. Судя по журналам и по записям, выполняются добросовестно, хорошо. Помимо по организацию медицинской помощи также входит уход младшей медицинской сестрой за данными больными. Тоже есть в штатном расписании младшие медицинские сестры, которые осуществляют уход за данными больными.
В работе с такими пациентами очень важна социальная реабилитация с вовлечением их в активную жизнь социума. Это способствует социальной адаптации подопечных. Здесь в каждой комнате есть телевизоры и развлекательные зоны. Многие для себя находят другие виды занятий, как, например, Павел Подкопов. Он считает себя местным садовником и выращивает цветы с огурцами. А я поливаю, что я делаю. Вот так и бывает. У меня. Спасибо вам большое. Эндира Сагова также проверила столовую. Рацион питания пациентов составлен с учетом их потребностей и заболеваний. Продукты хранятся в специальном хранилище с соблюдением правил раздельного хранения. Дом-интернат построен в 1954 году. Учитывая ту возможность создания надлежащих условий с учетом старой постройки, учитывая все эти обстоятельства, конечно же, условия здесь созданы надлежащие. В настоящее время в республике очень активно ведется работа по строительству нового психоневрологического дома-интернат. Мы получили поддержку федерального центра. В настоящее время очень активно работа ведется по подготовке соответствующей документации. Поэтому будем максимально делать все для того, чтобы создать еще лучшие условия для содержания больных в данном доме-интернат. Будем стараться максимально создать комфортные условия для пребывания в данном учреждении. По итогам выезда было установлено, что распространяемые в соцсетях кадры относятся к событиям 2022 года и к содержанию пациентов психоневрологического диспансера в настоящее время не имеют никакого отношения. Юсуп Гелисханов, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.